За последние 15 лет независимого Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев стал первым премьер-министром, отсидевшим в кресле главы Кабмина столь долгое время, а точнее 2 года и 2 месяца. Потому как если поделить все время независимого Кыргызстана на 2, в первой 15-летке больше всех у руля правительства был Апаз Джумагулов, который руководил кабинетом министров целых 4 года. Однако за все время премьерства Абылгазиева он и его кабинет сотни раз были объектом критики и недовольства со стороны общества и депутатского корпуса. В памяти народа этот состав правительства останется как правительство стариков, бездельников и плевков. Экономика, несмотря на показатели, пошла на спад. Просто эмелер өзгөрдү, башчылар, министрлер, а иш жок ошол эле. Индекс экономической свободы без изменений. Среднегодовая величина прожиточного минимума тоже без изменений увеличилась на 0,3. Эми бул деген 0 эле, да? Эми андай деле жакшы эмес. Где-то 3 деген баада. Биз өкмөт былтыр 3 акчаны 2020 кетире турганды 19-жылы жеп алдык. Кайсы акча? Кумтөргө келген рекультивация келген 50 миллион долларды. Но, несмотря на шквал критики, недовольства и требования отставки всего Кабмина, премьер-министр находил поддержку президента и спикера парламента. Свежий пример. В середине мая этого года в парламенте было заседание по итогам работы правительства за прошлый год. Сколько бы нардепы не возмущались и говорили о неэффективной работе исполняющей власти, но в итоге 96 депутатов из 120 поддержали отчет. Спикер уверял, что Абылгазиев с его командой проработали неплохо. Отметим, что в течение 2 лет состав Кабмина под руководством Абылгазиева был обновлен на 80%. Были как рост, так и недостатки. Мы каждый год принимали постановления, чтобы эти ошибки исправлялись. В рамках этих поручений правительство свою работу выполнило. В 2019 году было немало достижений. Зарплаты учителей и пенсии выросли. Начали выдавать пособия сюнчу. Было построено 453 километра асфальтированных дорог. В 2020 году тоже были бы успехи, но появился вирус, который затронул весь мир. Несмотря на это, у нас ситуация полегче. Это тоже показатель. Первая тень в его, казалось бы, нетронутом имидже наложила скандальная история с сотовым оператором КТ Мобайл. С того момента в обществе разговоры об отставке премьер-министра только усилились. Многие были недовольны тем, что правительство создало КТ Мобайл, мобильный оператор с государственным участием, а его руководителем поставили Эрназара Иманкадырулу, сына свояка, то есть близкого родственника, назначив ему высокую зарплату, по официальным данным 125 тысяч сомов. В итоге сын родственника Абылгазиева уволился из руководства КТ Мобайл. Правительство открестилось, мол, премьер-министр не был в курсе этого назначения. Депутаты собирались провести другие расследования, чтобы узнать о других назначениях на должности родственников премьера, но были эти расследования доведены до конца или нет, до сих пор неизвестно. А потом его шаги направлены на то, чтобы восстановить экономику, они не привели ни к каким результатам. Очень слабая программа. Предприниматели, например, в Кыргызстане до сих пор ожидают какой-либо поддержки. Вместо этого они получают еще больше проверок. Малый и средний бизнес сегодня находится в очень шатком положении. Крупный бизнес, например, наши крупные рынки, как Дордой, Карасуйский рынок, они все сегодня находятся в таком мягком карантине, они не работают на полный эффект, поэтому они не приносят денег в бюджет страны. Но в итоге причиной отставки стало не вышеперечисленные изъяны в работе Абылгазиева, а частоты. Напомним, что в рамках уголовного дела по факту коррупции ГКНБ задержал до 12 июля экс-директора Госкомсвязи Наталью Черногубову. По версии следствия, она вступила в сговор с одним из сотовых операторов и ответственными лицами Госкомитета в нарушении действующего законодательства в области связи и лицензирования, переоформила лицензию оператора в связи с изменением стандарта. Позже депутат Жанар Акаев потребовал от правоохранительных органов разобраться, причастен ли глава правительства к данной ситуации или нет. 27 мая премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ушел в краткосрочный отпуск, чтобы не мешать следствию, однако теперь так и не вернулся с отпуска.
Российский миллиардер Зимин говорил, что он в 1996 году заплатил компании Билайн $5 миллионов на выделение ему 800 МГц. А у нас 200 МГц отдали за 700 сомов. Частоты дороже золота. Если раньше коррупция была при продаже лицензии, то сейчас продажа частоты стала самой коррумпированной. По мнению экспертов, это еще не конец истории. И мы, скорее всего, еще раз услышим имя Абылгазиева по расследуемому делу о коррупции в Госкомсвязи, так как накануне был задержан учредитель Осуала ТВ Артур Халдаров, который, возможно, раскроет новые карты по скандальному делу о продаже частот. Айдан Атбекова, Тынчтык Кольбаев, Нью ТВ.